Смоковница, фига или фикус, как только не называют это растение, но любят этот экзотический цветок за внешний вид. Большую зеленую листву – это в зависимости от разновидности растения и того, что за ним не требуется особого ухода. Но часто бывает так, что фикусы теряют свою внешнюю прелесть, и тогда необходимо провести некоторые профилактические мероприятия. Советы по тому, как обновить цветок и заставить его ветвиться, нам дала ведущая агроном Россельхозцентра по Ингушетии Люба Джандигова. Проблема всех фикусов в том, что, как правило, фикусы растут в один ствол. И проблема всех фикусов в том, что нижний ствол оголяется, и вид такого фикуса становится непрезентабельным. И если с ним не проделывать никаких процедур, никаких манипуляций, то, возможно, где-то он сам и разветвится, как в нашем случае. Сегодня мы используем несколько методов, чтобы в дальнейшем сформировать красивую крону. 3 способа, с помощью которых можно восстановить фикус: обрезка, кирбовка и метод восстановления с помощью стакининовой пасты. Если у вашего цветка листья ушли в одну сторону, как в нашем случае нет пышности листвы по всей окружности, то один из методов вам подойдет. При обрезке легче всего привести в норму фикус, и при этом можно следить за его декоративной составляющей. Заключается она в том, что обрезается верхушка побега, то есть точка роста. Но тут есть небольшая тонкость. После обрезки верхушки ствол практически не растет вверх. Вся сила уходит в боковые побеги, которые начинают расти из пробудившихся почек. И поэтому лучше всего эту процедуру проводить тогда, когда ваш фикус достигнет достаточной для вас высоты. При обрезке необходимо сделать срез верхней точки роста. На этом месте появится млечный сок. Его необходимо обработать смоченным теплой водой ватным диском. Обрезка макушки может вызвать появление боковых побегов. Но если вы хотите, чтобы листва появилась на оголенной нижней части фикуса, то в этом случае подойдет такой метод, как кирбовка. Заключается она в том, что на стволе нужно делать надсечки. Можно делать их острым канцелярским ножом. И срез не должен быть прямым, а должен быть сферическим, то есть слегка закругленным, что мы сейчас и будем делать. Такой срез нужно делать над почкой, и таким образом мы стимулируем появление нового побега. То есть, но чтобы это сделать, нужно сначала найти эти спящие почки и определить те места, где эти спящие почки находятся. В моем случае на стебле почки находятся у основания и чуть выше. Теперь готовим 2 ватных диска. Первый ватный диск мы смачиваем водой. А второй мы смачиваем дезинфицирующим средством. Это делается для того, чтобы продезинфицировать лезвие, чтобы в дальнейшем предотвратить новое заражение. Кирбовка начинается с того, что мы отходим от места почки порядком полсантиметра и делаем надрез. И сразу же начинает выделяться млечный сок. Прикладываем к этому месту смоченный водой ватный диск. Делать этот надрез глубоко не нужно, порядка до 2 коры достаточно. Тем самым мы стимулируем появление новой почки. Третий способ мы проводим с использованием цитокининовой пасты, которая стимулирует пробуждение спящих почек. Помимо этого, она способствует росту новых побегов. Если хорошенько присмотреться, то мы увидим, когда лист стареет, он отпадает, и на этом месте образуется пенечек, где образуется новая почка. Нашли мы живую почку, сейчас расковыряем ее вот таким образом. И обязательно замажем цитокининовой пастой. Следуя таким несложным способам, вы приведете растение в порядок.